Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как в Казани задержали иностранца, у которого в общей сложности нашли почти килограмм синтетических наркотиков. У нас есть подозрение, что у данного молодого человека при себе могут быть вещества или предметы запрещенные. Расскажем, как напали на один из алкомаркетов после его закрытия. Кто-то стукнул, убежал. Повод зачем, люди? Чтобы похулиганить. Ну, я не могу сказать. Что вообще? А также старт процесса над обвиняемым в убийстве 24-летнего бывшего игрока Нижнекамского хоккейного клуба. Продолжение судебного разбирательства невозможно ввиду нарушения права на защиту Володина. Почему ему сегодня не смогли зачитать обвинение? Это и не только. Прямо сейчас. Один человек, 30-летний водитель «Лады Ларгус», пострадал в результате столкновения с «Ягуаром» на Горьковском шоссе. Авария произошла непосредственно на Кольцевом перекрестке. И кто виновен в столкновении, водители на месте не определились. Мнения разделились и в социальных сетях. Момент столкновения был зафиксирован камерой видеонаблюдения, расположенной на ближайшем доме. В поле ее зрения попадает весь перекресток. Одни пользователи сети считают, что вина водителя «Лады» очевидна, другие ее не усматривают и видят специально спровоцированное водителем иномарки ДТП. Он 2 раза скоро уже вызывали, мы вот только уехали недавно. 30-летний водитель «Лады Ларгус» после 2 отказов от госпитализации все же согласился поехать в больницу. Он жаловался на сильную головную боль после аварии. Класть в стационар его не стали и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Он нормально сначала был, все совсем в порядке было, потом что-то голова заболела и все, и уехал. Водитель «Ягуара» рассказывает, с «Ладой» они двигались в одном направлении по улице Фрунзе. Отечественный автомобиль слева, иномарка справа. И на Кольцевом перекрестке он стал поворачивать налево в сторону улицы Болотникова, а водитель «Лады» из левого ряда стал сворачивать на Горьковское шоссе, фактически перегородив ему дорогу. Ларгус ехал по левой стороне, я посередине. Он, грубо говоря, должен был заехать на Кольцевой сюда, мы должны вдвоем были перестроиться, он решил прямо проехать. То есть я, грубо говоря, съехал с потоком и все, поворачивал налево, не заметил и врезался в него. У водителя «Лады», судя по рассказам молодого человека, был совершенно иной взгляд на произошедшее. Виновным в аварии он считал водителя иномарки. Они говорят, что я ехал со стороны Восстания на красный свет, еще въехал в него вот так вот. Типа летел и въехал в него. Удар пришелся в правое заднее крыло «Лады». Ее тут же развернуло. У «Ягуара» разбита передняя левая сторона и вырвано колесо. Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на соседнем доме. В поле ее зрения попадает весь перекресток. На записи видно, что оба автомобиля ехали на зеленый со стороны улицы Фрунзе. Иномарка по правому ряду, при этом включив левый поворотник. «Лада» поехала прямо на Горьковское шоссе. В социальных сетях мнения о виновнике разделились. Одни считали, что виноват водитель «Ларгуса», потому что съезд с Кольцевого перекрестка возможен только с правой полосы, если знаки не предписывают иного. Другие, что это так называемая автоподстава со стороны водителя «Ягуар». Иномарка вроде бы стала съезжать с перекрестка, но потом резко ускорилась и свернула налево. Но по предварительным выводам автоинспекторов виноват в аварии водитель «Лады». При съезде с перекрестка не перестроился на крайнюю правую полосу. Но окончательные выводы сотрудники ГИБДД сделают после детального разбора происшествия. Вероника Гайнудинова, Нель Абдулин, «Вызов 112». В одном из алкомаркетов на улице Октябрьская поздно вечером неизвестный разбил окно. Кто это сделал, продавцы не видели. Видеокамер, отслеживающих всех проходящих по тротуару, у них также нет. Но предположили, что это мог сделать обиженный покупатель. После 23 часов, когда магазин закрылся, в торговый зал зашел мужчина и просил продать ему пиво. Торговать спиртным в это время уже нельзя, и сотрудники магазина ему отказали. Это и могло стать поводом для такой вот своеобразной мести. Сотрудники торговой точки по факту причинения материального ущерба написали заявление в полицию. Правда, саму величину ущерба сразу оценить не смогли даже приблизительно. Кто-то стукнул, убежал. Повод зачем, люди? Чтобы похулиганить. Ну, я не могу сказать. Что вообще? Почти килограмм сильнодействующих синтетических наркотиков обнаружили и изъяли полицейские у иностранца, прогуливающегося в лесопосадке в Московском районе Казани. Документов при себе у него не было. Зато, по его же собственному признанию, были запрещенные в России вещества. На задержание предполагаемого наркозакладчика глазами полицейских посмотрела Юлия Гоголева. Здравствуйте.
Откуда, куда путь держите? Вскоре мужчина, 31-летний гражданин одной из стран Азии, рассказал, что гулял не просто так, а делал закладки с наркотиками. В присутствии понятых показал, где у него лежали свертки. У нас есть подозрение, что у данного молодого человека при себе могут быть вещества или предметы запрещенные. Где у вас и что имеется? Значит, в правом кармане. В правом кармане. Что у вас там? Наркотическое вещество. Наркотики. Все хорошо. Свертков было много, они были разные. Уже другая изолента, зелено-желтая изолента в количестве 5 штук, также будет отправляться на экспертизу КЦ МВД РТ. В общей сложности при себе у мужчины полицейские нашли 18 разных свертков. Экспертиза потом установила, что в них были без малого 5 граммов мефедрона и больше 12 граммов ПВП. Также следственно-оперативной группой был проведен осмотр по месту жительства подозреваемого, в ходе которого был обнаружен и изъят запаянный прозрачный бесцветный полимерный пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета, а также приготовленные к сбыту свертки с неизвестным веществом. В общей сложности в жилище были найдены и изъяты синтетические наркотические вещества ПВП весом 868,4 грамма и мефедрон 5,7 грамма. Мужчина был откровенным, рассказал, где уже успел сделать закладки. Из тайников изъяли 7 свертков с наркотиками весом больше 6 граммов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчину привлекли и к административной ответственности за употребление наркотиков. За это предусматривается до 15 суток ареста, по уголовной статье до 15 лет. Юлия Гоголева, вызов 112. Сегодня в Советском суде Казани должно было начаться рассмотрение дела 34-летнего Дениса Володина, обвиняемого в убийстве Владимира Паюла. Напомним, жестокое преступление произошло 25 января. Изрубленное топором тело 24-летнего молодого человека обнаружили в квартире, которую он сдавал. Подозрения пали на квартиранта. Мужчину задержали по горячим следам. Отрицать свою причастность он не стал. Сегодня ему должны были зачитать обвинения, но сделать это не позволил закон. Почему, знает Рамиль Шайдуллин. Володин Денис Сергеевич. Дата вашего рождения? 20 августа 1987 Где вы родились? Город Казань. Он под стражей 27 января этого года. Задержан был за сутки до ареста. Не скрывал, что причастен к убийству, и на первом избрании меры пресечения рассказал, что лишил жизни человека из-за некорректного к себе отношения. Он снимал квартиру на улице Ахмедзянова у 24-летнего Владимира Паюлы. Убитый был риэлтором, и это жилье планировал продать, о чем еще в минувшем году сообщил квартиранту и просил того съехать. В день трагедии молодой человек поехал показывать жилплощадь возможным покупателям. Когда те ушли, вернулся в квартиру. Согласно материалам дела, Денис Володин встречал его у входной двери с топором и сразу же начал наносить удары. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ран грудной клетки, рубленных ран лица и шеи. У погибшего были повреждены внутренние органы, перерублен позвоночник, задет головной мозг. Тревогу забили родственники Владимира Паюлы. Он не выходил на связь несколько часов, такого раньше никогда не было. О планах показать квартиру покупателям вспомнила его девушка. Сама поехала туда и у дверей обнаружила пятно замытой крови, а в глазок за ней кто-то наблюдал. Она выбежала на улицу и позвонила в полицию, а вышедший за ней мужчина направился в другую сторону. Вскоре подозреваемого задержали. Обвинение собрало достаточно доказательств его вины и готово представить их суду. Но сделать это сегодня не позволил закон. О старте рассмотрения дела подсудимого известили 3 дня назад вместо положенных 5. Продолжение судебного разбирательства невозможно ввиду нарушения права на защиту Володина. 24 мая у него заканчивается срок содержания под стражей, и суд рассмотрел ходатайство обвинения о продлении ареста еще на 3 месяца. Суд учел, что Денис Володин состоит на учете у нарколога, привлекался к ответственности за употребление наркотиков без назначения врача и был судим за их хранение. К уголовной ответственности вы ранее привлекались? Я привлекался давно под уголовной ответственностью, условный срок получил в 2006 году. И если на первом избрании меры пресечения он ходатайствовал о домашнем аресте и ему есть где жить, то сегодня согласился с прокурором. Володин, пожалуйста, ваше мнение какое? Мое мнение оставить без изменения меры пресечения. В итоге суд продлил Денису Володину меру пресечения на 3 месяца. Судебное слушание перенес на 27 июня. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.